Ну что, заждались палочки, заждались. Так, палочка есть. Катушечку какую поставим? Катушечку какую поставим? Вот эту, наверное, мы поставим. Или потолще шнурок. Как вы думаете, ребята? Так, стоять. Не туда. Не туда и не сюда. Так, это сюда. Катушечку туда вот эту мы поставим. Есть. Так, тут у нас что? Тут у нас что? Поводочки струну, наверное, не буду ставить. Вольфрам поставим какой-нибудь. Какой-нибудь вольфрам, да? Или вот этот мелковатый. Вот этот поставим потолще. Так. Есть такое дело. Так, тут у нас что? Тут у нас тоже поводки. Это мы достанем. Ой, какой бардак у тебя, Викторович, тут. Это мы достанем. Ну и все. Будем собираться. Так, поводок достал. Пить есть. Все готово. Да, шнурок-то тут тонковатый. Ну да ладно.
Так, ребят, всем привет. Ну что, вода падает, вода хорошо падает. Сегодня у нас 25 мая. Вчера отметили день рождения у мамы. Алена Сергеевна, тебя с прошедшим, ну, на видео, ребят. Мама, в частности, видеоблог очень, ребята, очень поддерживает меня, встречает гостей, и как бы на канале она не последний, так скажем, человек, потому что мама меня поддерживает очень-очень хорошо. И как бы если не мои девчонки, возможно, давно бы бросил уже это занятие, ребят, потому что поддержка со стороны семьи очень-очень высокая. И многие часто задают вопросы, как у тебя жена терпит. Да, ребят, все нормально, потому что поддержка. В общем, ребят, погодка такая себе, обороты, ну, жара сбавила, каждый день дождики идут. И сегодня вот до обеда вроде как более-менее погода, 20 градусов, такая облачность, ну и периодичности солнца. Решил, ребят, походить подтроллить. В старину называли дорожка, сейчас по-современному троллинг. Недорыбалка, многим это не интересно, ленивая, скучная, но в целом возле деревни, ребят, я никуда-то не езжу. Вот деревня, вот буквально 500 метров, и начинаются обрывы. Хочу походить, попробовать добыть свежую щучку, так скажем. Щука вроде как пошла, местные там возле моста нет-нет полавливают уже. Так что и мы попробуем, почему бы нет. Походим здесь, если здесь течение и вода еще не будет позволять, но она еще большевата, то переедем на малую реку, попробуем там. Так что, ребят, давайте попробуем. Собрал уже, ребят, палочку. Это новая палочка. Ну как новая, в прошлом году она была у меня, но я ее даже не поморал, так скажем. Пару раз брал с собой. Этот компания Nautilus Imperial. Конкретно джиговая палка, ребят, до 50 грамм. Да. 2,34 роста у него. Вот такая палочка. Конкретно брал на печору, на джиг. В общем, пока лежит без дела. Ну, думаю, под троллинг, ребят, на самом деле особо конкретно таких специальных палок нету. Чуть-чуть пожестче. В принципе, вот это самый раз. Солодкий, 2,34. Нормально. Катушечка тоже Nautilus, 3000-я. Название не скажу, ребят. Название не скажу. 5.2.1, 6+. Подшипники такая. Не сказать, что бюджетная, но не сказать, что слишком дорогая. Шнурок тоненький, больше не было. 14. 0,14. Потому что пока еще, ребят, не готов к сезону. Зато новый подсачник. Тот, который бабочек ловить дома. Вот, давайте. На Мазовский это как-то было дело. Занимался торговлей. Это еще, наверное, с тех, наверное, еще времен, ребят. Что-то прибирался, смотрю, пару коробок, смотрю, есть еще и подсачники что-то у меня. Вот этой длины, в принципе, нам достаточно будет. Такие дешевые. Не сказать, что качественные, ребят, подсачники. Ну, в общем, пускай будут, да? Так, что еще? Что еще? Так, приготовил. Такой прям уже весь такой готов, ребята. Водичку взял. Это взял. Так, ну и, в общем, что у нас тут по друзьям? Ну, у меня не особо много. Вот у меня шнурок есть, ребята. У меня 0,08, 150 метров. Но это слишком тоненький, это на ультралайт. И 0,36, 0,4, но это слишком толстый. Так, воблера у меня кайдовские в основном. Но есть, конечно, и японские, ребят. Что-то такого плана. Это у нас что у нас? Цуёки. Вот, 130. Заглубление, не знаю, возможно, 1,5-2 метра. У нас в основном, ребят, такие ходовые. Летом 1,5-2. Сейчас, в принципе, можно вот что-то там трешкой походить, да? Вот есть касадаки. В основном, как бы, КДФ-ная. 130. И получается 1,5-2 метра заглубления, 20 грамм. Давайте с натуралочки попробуем. Такой, знаете, ельчик. Да?
Вот. А там уже как карта ляжет. Вот частенько вот арбузики ребята меня выручают. Вот такие. Вот. На него тоже похожу. Красноголовик тоже где-то нет, бывает. Вот работает. Тоже КДФ-ный. Это до 1,5 метра заглубления. Это вот перейдем на маленькую речку. Если вот там как раз в принципе вот такие будут ходить. Касадака есть. Вот такого плана. Что-то 1000 рублей. Воблер что ли. 950. 130 тоже. До метра вообще заглубление. Вот. Если что, в принципе, можно будет вот этот поставить. Это у нас вот как раз 94-й, 13 грамм до 3 метров. Ну, лопатка зависит от лопатки и от длины, ребята, сколько мы будем растягивать. Ну, в принципе, вот такой скромный набор в этом году надо приобрести с десяток, наверное. Я не очень много хожу троллингом. Но бывает, когда уходишь в низа и поднимаешься домой, хорошая погода, время позволяет, почему бы не покидать, да? Так что вот как-то оно так. Все, что, сейчас выезжаем. И походим вот этот обрывчик, потом можно съездить на другой. Ну, здесь вот 3 обрыва рядышком. Ну, если что, нет, то заедем на лесную речку, на другую. Она здесь впадает недалеко. Километр рядышком. И все. И вся любовь. Так. Течение сильное, конечно, да. Течение сильное, ребята. Хожу я в основном вверх по течению. Вон, лодка стоит аж на месте. Метров 30. Отпускаю фрикциончик, чтобы, если мало ли коряга, не оторвать. И все, поехали. Ну, вот так не спешонько, ребят, поползли. Кончик отыгрывает. Все нормально. Поклевка, ребята. Первая небольшая щука, походу. Поклевочка. Ну да, еще рогаечка. Небольшенькая еще рогайка. Соблазнилась. Тихо, 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 подруга, тихо, тихо. Ой-ой, куда-то ударился. Так, несет. Вот такая щучка. Ну, маленькая, ребят. Такую отпустим. Вот тут, наверное, с-под кустов где-то выскочила. Давай. Так. Есть контакт. Ну что, берет, значит? Значит, берет, ребята. Значит, берет. Все, четко. Вот я поднялся, может, метров 50. Был зацеп. Был зацеп. Меня спустило опять на метров 20.
И вот, пожалуйста. Ну что, радует? Воблер работает. Цвет пока менять не будем. Нормально. Так, ну, щука маленькая, тем более не заглотила, там не порвал ничего ей. Конечно, отпустим. Нам что-нибудь такое покрупнее на стол, свеженькой. Обязательно нужно продергивать, смотреть, ребят. Бывает, трава залипает, подвисает и воблер потом не работает. Чувствуешь, что вот он вибрирует, значит все хорошо. Не могу пока подобрать скорость. Где-то сильно давит, где-то прижимает более-менее. Не знаю, в общем. Ну и видно, что воды еще много. Дно не отбивает, ребята. Периодичности. Опа. Не понял. Поклевка была, ребят, вроде. Удар был, да. Был удар. В прямом эфире. Ударила, промахнулась. Это точно не дно, потому что дно не задевает. А вот сейчас дно. Сейчас дно, ребята. Значит, возможно, дно было. Ну, здесь, значит, чуть поменьше пупок. Вот сейчас что-то повисло. Ну, я имею в виду, скорее всего, трава. Воблер перестал играть. Вот, видите, ударился в кочку. И, соответственно, перестал играть. Вот это надо контролировать. Нельзя взять, поставить на палку, на стойку, я имею в виду, приманку, спиннинг, и кататься, как многие это делают. Сейчас не прокатит так. Вот. Все в руку отдает, все чувствуешь, контролируешь. Так, обрывчик заканчивается. Есть желание еще прокатиться, только поставлю другой. Посмотрим. Ну и бывало, что вот ходишь, ну нифига. Потом наступает какое-то время. Бац. Грубо говоря, ты тут ходил, никаких ударов не было. Все то же самое, воблер. За проход 2-3 удара, 2-3 щуки достаешь. В общем, как-то она выходит, что ли, или что. Ну, покатаемся сегодня, что. Погодка шикарная, не жарко. Комара не грызет. Я вон босичком, ребята. Ноги загорают. Ну, так все равно ветерок присутствует. Так, вначале была щучка, и здесь кочка. Я думал, поклевка. Больше ударов не было. Ладно, пройдем еще раз, наверное, ребят. Попробуем на другой воблер. Так, ну что, попробуем еще раз. Другой воблер. Ну и заодно, ребят, двигатель надо немножко давать газу. Двухтактный, масло на таких оборотах.
ну, он как бы начинает троить, все равно засирается потихоньку. И вот как раз прошел, газанул и нормально. Ну, такой арбузик. Бывает, нет, выручает. Тоже. Когда-то он хорошо половил. Тоже кидал и на это, и на то. И на эту, говорит, и на ту. Набью тебе тату. Нифига, а потом арбузика поставил, и пошла жара. О, обрывы уже облюбовали, стрижи. Что такое? Ох ты, не понял. Ё-моё. Вот тебе. Я не понял, ребят, что такое было. Но это была поклевка. У нас срез, ё-моё. Ни хрена себе. У нас срез, ребята. Вот это да. Вот это дела. Прям вот так. Как-то, видать, ударил или что. Да не мог шнур порваться. Не поверю я. Охренеть, блин. Все-таки, наверное, поставлю я другую катушку, ребятки. Там у меня 18-й. Что-то как-то я не понял, ребят. Походу срез был. Охренеть. Не знаю, ребят. Может, я отвык, конечно, но по мне так это поклевка была. Потому что были вот эти, ну, подтяжки. И тюм! Все. Охренеть. Да, жалко воблер. У меня таких два, вот еще один остался. Ну, в этом году надо прикупить, чтобы было, как говорится. Поставлю 18-й потолще. Что-то, блин, как-то я не понял. Дубль 2. Другая катушка. Шнурок тут потяжелее чуть. Все, попылили, как говорится. Не знаю, ребят, не знаю. Не понял я ни хрена. Шнур новый, по идее. Я не должен вот так щелкнуть резко. Я не такое сопротивление жесткое дал, тем более фрикцион расслаблен. Ну, подачи были. Скорее всего, щука как-то неудачно хапнула. Перекрутилась, и бывает, что вот срезает. Поводок 20 сантиметров был у меня. Поставил 25-й. Оп. Ну ладно, пройдем еще. Так, ребят, ну что, поклевок больше не было на арбузик. Поеду на другой обрывчик, там прокатимся, посмотрим. Тоже пройду пару раз натуралкой, зеленкой, не знаю, что ставить сейчас даже. Ну вот на натуралку хапнула маленькая, значит, натуральная, в принципе, рабочая тема. Ну, короче, покатаемся. Ну и здесь вот как раз недалеко устья, заедем туда еще, там походим, посмотрим. На жареху надо наковырять. Все, поехали на другой берег.
ребята, народу хватает. Народ сидит, рыбалит. Ну что, рыбалка началась наконец-то. А вот тут небольшой обрывчик. Сейчас тоже тут пройдем. Там машина стоит. Походу не получится. Тут просто люди сидят. Не буду мешать тоже. Кусочек пройдем. Обрыв падает. Скоро елки эти полетят. Такие дела. Есть, ребята. Есть. Опять на натуралку. Че, то же самое, да? Вот это щуки, блин. Хи-хи. Вот это щук. Ах ты. Да. Так, малышка, как тебе? Аккуратно, сейчас я попробую тут. Вроде не сильно. Так. Ударила. Ну нормально. Жить будет. Ох ты! Обрызгать-то зачем? Обрызгаться-то зачем? Столько этих, ребята. Все в гнездах. Зато мошки нету. Они мошку ловят. Так, ну что, пока натуралка работает. Продолжаем. Мелкий пока, ребята, мелкий щур. Пока не наш калибр. Одну на килошечку, парочку и ништяк. Но уже, видите, щука активная, уже берет, так скажем. Здесь просто машина стоит, там на лодке переплыли на ту сторону. Я думал, люди сидят. Так что пройдем полностью этот пляж. Посмотрим. Блин, так ударила бодро. Я думал, уже что-то повеселее. Нет, она просто на 2 крючка забагрилась. Ну что, протянул, ребят, полностью. Вот одна поклевка, одна еще рогайка. Сейчас еще вот эту локацию пройду. Вот, ну и переезжаем, в общем. Один обрыв, короче, одна щучка. Ну, может, уже ходили, конечно, деревенские. Здесь, когда еще вот начало сезона, здесь еще можно что-то как-то выцепить. Я вот на 2,5, на 3,5 вытягивал. Ну, а потом уже здесь заезжено все будет, тут делать нечего. А спускаюсь и пробую еще. Поехали. А волнишку какую подняли.
Нифига, ребята, прошел еще. Ударов больше не было. Что, поедем на третий обрыв. Он чуть ниже. Там попробуем. Пару раз пройду. Если нет, то заезжаем на маленькую речку. Может, там повеселее. Не знаю, как там, конечно, с водой. Ну, посмотрим, в общем. Так, время, что у нас? Время 11:44. Нормально. Speakerphone. Так, ну что, здравствуй, обрывчик. А тут затоплено еще, конечно, тут все. Пойдем, погуляем, посмотрим. Солнышко заходит и что-то сразу прохладно, ребята. Или то, что на моторе проехал так. Газанул маленько. Ну, пройдем пару раз еще, посмотрим. Пока натуралочка, ничего не меняем. Есть, ребята. Взяла. Уже конец обрыва. Походу, короче, этот. Такая же. Ничего интересного. А нет, эту заберем. Опа. Это дома. Это чуть покрупнее уже. Пойдет. Пойдет, ребята, уже на жарево. Вот уже заканчивается, ребят. Уже тяга здесь начинается. И вот здесь она в затяжке хапнула, блин. Тихо, 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 тихо. Тихо, подруга. Не сказать, ребят, что крупно. Сейчас мы сфоткаем подружку. Такая грамм 600. Ну вот таких парочку нам и хватит, в принципе.
Так. У нас ведерко. Так. Все набрызгало тут. Что, обмочили подсачник. Блин, по кустам поперло меня. Ну вот, третья щучка, но вот хоть какая-то едовая такая уже. Такую уже возьмем. Все. Обязательно такой лесковый, ребят, берите, или что-то такое более толстый шнур. Если тонкий шнур, 3 крючка, ребята, это бесполезняк. Сразу там все оставите, только резать придется. Ну, пойдет. Как говорится, пойдет. Вот что меня стащило, ребята. Тогда еще пройдем. Вот здесь устье очередной речки. Но я не на эту хочу зайти. Хочу на другую. Ну, начал оттуда и думаю, блин, неужели не стоит щучка здесь? И уже начал завершать практически. И бахнуло. Вот всегда такое, ребята, знаете, идешь, думаешь, да ну все, уже надо бросить. И уже поднимаешься, грубо говоря, выходишь, и вот тебе поклевка. Короче, до конца надо, до талого тянуть. Ну что, получается, натуралочка. Но я другие не пробовал. Если на них, на эту клюет, что, я думаю, нет смысла сейчас что-то выдумывать. На зеленый походил, нет. Натуралка себя показала, ну и ладно. Что нам менять, зачем? Пройдем еще раз. Вот это, ребят, пойдет. Вот этот трофей. На дурака пошел здесь. О, вот это трофей, ребята, уже наш. Ну как наш, не наш. Блин, на дурака пошел, ребята. Здесь на острове никогда не кидал. Думаю, ладно. Так, как там сидит? Ну такая уже более-менее, ребят. Свечку дает. Давай, мать, сюда. Плохо сидит, конечно. Мимо. Мало подмотал. Сейчас уйдет. Зараза. Такая. Нет, дома, ребята. Опа. Тихо, 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 тихо. Пойдет. Пойдет, ребята. Слетела, ребят, крючка. Жаба. Жаба какая. Ну, вот такая полторашка железная, ребята. Это уже фоточки, ребят, делаю там в Телеграм, в Макс, там, ВКонтакте. Кому интересно, то ссылочки в описании, там заходите, как говорится, милости просим. Там обрыв прошел, нифига. Думаю, вода большевата. Здесь обычно мелко летом. Блин, собрал все тут. И этот зацепил.
Ну, позволяет, ну, дорожку пройти. А чё бы и нет. Ну и в общем, вот, пожалуйста. А летом тут потом метр глубина. Блин, все собрал, ребята. Все барахло. Ну, ударило классно, приятно. Приятно, ребятки. Три крючка. Но это плохо село. Чик-чик. Чик, все. Ну что, подсадчик-то уже все нормально. И руки пахнут. Ну прикольно, прикольно, ребята. Ну, поехали. Добьем. Ну, вот остров. Тут эта сторона вообще не проходная летом на моторе. По той стороне идешь. Что-то походу перехлёст, что ли. Не заныривает. Все четко. Вот так вот. Поехали. Сначала пошел мелко дно цеплял. Думаю, не, выматывать надо, потому что здесь коряк очень много. Потом смотрю, оп, провалился. Не задевает уже. Ну ладно, думаю, погнали. Ну и все, и удар. Только провалился, там 2 метра прошел, и удар. Вон, видите? Задеваю. В общем, надо туда идти. Дальше. Так, тут попробуем. Ну, тут мель, понятно, но сейчас обрыв начнется. Должна свалиться. Классное место здесь, ребята, раньше было. На удочку. Такой приямочек был. По мосту перейдем сюда удочками. У нас там шалаш такой готовый был всегда, все лето с пацанами. 3 друга мы тут рыбачили. Костя, Максим и я. Сейчас даже не знаю, где пацаны находятся. Подлещика ловили здесь. Красота была. А сейчас по колено, ребят, глубина. Остановился, ребят, так скажем, на перекус. Я не брал сегодня ничего, как бы чай там, пару часиков, думаю, что скатаюсь. Единственное, что пирог Алена Сергеевна пекла. Сгущенка там что-то, короче. Так, ну что, ребят, на жиреху мы поймаем, по идее. 12, 10. До часу можно еще прокатиться. Сейчас, наверное, пройду еще этот обрыв. Там с часу дождь должен начаться. Вот. И как бы я вот не планировал
до обеда походить. Мать, здорово. Похоже, вы поделились хорошей новостью. Рада это слышать. Чем еще могу помочь? Погода на сегодня. Сейчас плюс 21. Сегодня от плюс 9 до плюс 21. Будет дождь с 15 часов ровно до 20 часов ровно, а потом начнется в 3 часа ровно и не закончится в ближайшие 24 часа. Да, ну, с 3, да, уже было сейчас, вот дела. Ну и ладушки. Да, завтра вроде мы обещали, ребят, целый день там, с 3 утра там. Сейчас перекусим, ребятки. Да, скатаю. Да я вот возле деревни, ребят, далеко-то не езжу. Вон, интернет ловит. 5 километров, борождю здесь. Какой 5? 3. Так что такие дела. Зачет. После вкусного обеда ладно, поехали. Съездим туда, ребят, еще на обрывчик. Поехали. Что-то тучка моросит маленько. Погода меняется, все похолодает, впереди похолодание. Дожди, похолодает. Ну, это понятно, что. По-другому не ожидалось. Все-таки, ребят, не удержался, я заскочил на маленькую речку. Пройдусь, думаю, посмотрю, как обстановка в целом. Блин, я думал, окунь.
Вот это щуки. Вот это щуки. Так щуки, да? Ай, тихо, золотюга. Ладно. Тоже чикнем ее. Ой. Да, отпустим, ребят, не будем мучить. А заскочил так недалеко, думал, посмотрю. Давай. Еще рогайка в кустах тут живет. Раз, думаю, время. Дождь сменился. Уезжаем отсюда. Ладно. Тут тоже клюет. Ух, как щука пахнет, руки, ребята. Бомба. Так, друзья, все, буду заканчивать. Не знаю, рыбалка это, не рыбалка, кто как вот насчет этого вот. Напишите тоже, мне очень интересно будет. 3 часика походил. Ну что-то, да, расклевывается вроде, не знаю, ребят. 5 штучек получилось зацепить, ну 2 забрал. Вот, 3 маленьких, 2 таких более-менее. Одна такая нормальная, хорошенькая. В общем, все на 1 воблер. Натуралочка. КДФ. 1,5-2 метра заглубления, 130. 20 грамм. Все, затягивает потихоньку, ребят. Дождь будет. В общем, что, какие дела? Не теряйте, ребят. Скорее всего, пропаду на недельку. Супруга по делам уезжает. И, короче, на хозяйстве с дочкой. Дочка на каникулы. 3 собаки, огороды, ребят. Поливать, не поливать. В общем, не знаю. Если дочка отпустит, то сгоняем куда-нибудь. Впереди похолодание, дожди. Вот сейчас вот как раз нужно 30 градусов, заниматься лещом. Вода вот упала, даже вот на маленькой реке смотрю, вот тоже уже интересные такие места. Здесь даже нельзя, вот можно на удочку посидеть, вот как мы хотели. Знаете, ребят, этот сезон надо немножко по-другому. Закидушки на горох или там на кукурузу. И на поплавочек закормиться и вот посидеть, половить. Продольничек щучий поставить, так как живца по-любому наловишь. Палаточку поставить, короче, ну, закайфовать. Короче, вот время леща, ну, то бишь рыбалка, вода упала, и вот сейчас опять дожди, холод. Вода была огромная, было 30 градусов тепла, ну, как обычно. Так что, ребят, если пропаду, не теряйте. Такие дела. Все, давайте, ребят, поедем жарить свежую щуку. Вот. Вкусная, свежая щучка. Вот недалеко от дома, в деревне, грубо говоря, походил. Ну, как в магазинчик съездил. Ну, можно вот добыть вот таким способом свежую рыбу. Так что, как-то так. Все, ребят, давайте, полетел. Заехал тут 1,5 километра, поднялся. Вот. Думаю, посмотрю просто, как обстановка здесь. Очень было интересно. Такие дела. Вот она, ребят, только плавала, а уже жарим. Хорошая щучка.